Пожар произошел здесь, на оживленной парковке возле офисного центра в Пардаугаве на улице Мукусалас. Сигнал тревоги на пульт Государственной пожарно-спасательной службы Латвии поступил около часу дня. Работы по тушению завершились уже после 3 часов ночи. О том, что здесь сгорела машина, до сих пор свидетельствуют следы гари на парковке, кусочки оплавленного пластика и вот эта ограничительная лента. Почему случилось возгорание, до сих пор пытаются выяснить эксперты. Начал идти дым с задних окон. И после этого сразу моментально вспыхнула машина. И тогда после этого, когда машина уже горела пламенем, тогда начали раздаваться взрывы. Взрывы достаточно громкие. И я слышал где-то 3-4 взрыва. И фактически там был один момент, я думаю, от того, как пошел дым и загорелось, нам прошло, я думаю, максимум пару минут. Пожарные быстро приехали? Пожарные приехали достаточно быстро, но уже там, я понимаю, делать нечего уже было. То есть все горело уже. То есть, чтобы сохранить машину, там уже ничего не было. Охваченную открытым огнем электрическую «Шкода Эниак» в понедельник тушили 14 часов, сообщают ГПСС. По сути, все это время пожарные наблюдали за тем, что осталось от машины, чтобы не произошло повторного возгорания литиевого аккумулятора. Litija-baterijām enerģijas blīvums ļoti liels ir, un viņas ir ļoti kompakti saliktas, un tad viena šūna aizdegās, viņas mazas tās šūnas iekšā, lielāks vai mazāks, bet katrā ziņā nav milzīgas. Viena aizdegās, tālāk sildās nākošā. Un tāds process turpinās, un nav iespējas jau iekļūt tajā baterijā un, teiksim, sadalīt viņu pa daļām, lai ātrāk varētu nodzēst. Tāpēc ārzemēs ir izcinājums mašīnu visu iemērkt ūdenī, lai viņi nespēja vairs pārkarst un atdziest, un nav atkārtot aizdegšanās. Латвийские пожарные ежегодно тушат около 500 автомобилей с самыми разными двигателями. Это значит, что в среднем ежедневно в стране горит как минимум одно авто. Случай на Мукусалас первый и единственный официально известный, когда в Латвии самопроизвольно загорелся именно электромобиль. Šis ir tāds pirmais gadījums, kur liesmas ir sākušās no paša elektroauto. Un tas ir nevis kā no uzlādes stacijas vai no blakus esošās automašīnas ir sācies. Jā, arī šeit deguma vietā var ļoti skaidri redzēt, kur atradās mašīnai riteņi, kur baterija. Un mēs redzam, ka vismazākais tas degšanas punkts ir zem baterijas. Un acīm redzot, kreisais priekšējais, tas, kur ir tipiski motora telpa, no turienes ir nākus tā lielā liesma. Un šai konkrētajai mašīnai Škoda Eņak motors atrodas aizmugurē, kas nozīmē, ka tie visdrīzāk bijuši vadiņi, īsavienojums, kas ir deguši. Вообще, статистика показывает, что риск возгорания электромобиля ниже, чем автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Так, в Швеции за последние годы на 600 тысяч зарегистрированных e-мобилей и гибридов фиксируется в среднем 20-25 возгораний в год. Данные одного из самых цитируемых специализированных порталов в мире, EV FireSafe, который отслеживает и верифицирует каждый известный случай возгорания тяговых батарей по всему миру, показывают, что на весь парк электрических авто в мире, а это около 80 миллионов машин, за последние 15 лет официально подтверждено лишь чуть больше 500 возгораний электрических аккумуляторов. Ja mēs skatāmies tīri no statistiskā viedokļa, vissarežģītākās mašīnas arī visbiežāk deg. Vissarežģītākās mašīnas no tehniskās uzbūves ir hibrīda mašīnas. Tad, protams, sako vecāka gada gājuma dīzeļa automašīnas, un tad sako benzīna automašīnas, un tad sako tīri elektriskie. Un tīri elektriskiem vēl tā, godīgi sakot, nevar izvilkt statistiku, jo tie gadījumi ir pārāk maz. Мы runājam par 0,000 gadījumiem uz visām автомашинām. Пожар на Мукусалас – прямое напоминание. Литиевые аккумуляторы требуют осторожности в быту. Также не выбрасывайте старые гаджеты в обычный контейнер. Cilvēki bieži izmet atkritumos ārā šīs baterijas kaut kādas. Viņi dažreiz to dara neapzināti. Piemēram, tie dekori dārzā ir ar saules baterijām darbināmi. Un cilvēks domā, saplīs izmet ārā. Tādā veidā var arī izcelties ugunsgrēks. И уже возникают. Так, в мае пожарные тушили в Риге контейнер, где загорелись выкинутые литиевые батарейки. А в середине прошлого года в столице загорелся мусоровоз. Причиной пожара стала коробка со старыми мобильными телефонами. Ну а в начале мая ночной пожар в Румбуле. Горела целая свалка. Одна из версий: в куче мусора загорелась электронная сигарета. Андрей Хуторов, Игорь Стунс, ЛСМ.